По требованию прокуратуры Шемуршинского района суд обязал администрацию Шемуршинского района ликвидировать несанкционированную свалку. Прокуратурой Шемуршинского района проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства по публикации в сети интернет о несанкционированной свалке. Проверкой установлено, что на территории площадью около 450 квадратных метров, расположенной вблизи земель Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района, рядом с бывшей санкционированной свалкой организована свалка твердых бытовых отходов в виде стеклянных и пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, остатков древесных пород, битых стекол и изделий из стекла, картона, бумаги и иных отходов. Земельный участок, на котором организована свалка отходов, относится к категории земельных участков, государственной собственности на которые не разграничена. В связи с этим прокурор Шемуршинского района обратился в Батыревский районный суд с исковым заявлением об обязании администрацию Шемуршинского района принять меры по ликвидации несанкционированной свалки. Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. Ликвидация несанкционированной свалки будет находиться на контроле прокуратуры района. В Канашском районе местный житель осужден за разбойное нападение, в ходе которого потерпевший был причинен тяжкий вред здоровью. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя города Канаша. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Судом установлено, что подсудимый, находясь на одной из улиц города Канаша в вечернее время 10 марта 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на женщину с целью завладения ее имуществом. В ходе нападения злоумышленник, нанеся один удар ножом в область туловища потерпевшей, причинил ей тяжелый вред здоровью. Однако женщина оказала активное сопротивление и смогла убежать от нападавшего, сообщив о произошедшем в правоохранительные органы. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. За угон транспортного средства житель города Чебоксары направлен в места лишения свободы. Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению ранее судимого жителя города Чебоксары в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Судом установлено, что в один из дней февраля 2020 года в ночное время в квартире дома по улице Ярославская города Чебоксары после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым подсудимый без разрешения взял ключи от его автомобиля и поехал кататься по ночным улицам городов Чебоксары и Новочебоксарск. В ходе поездки он совершил дорожно-транспортное происшествие на Московском мосту города Чебоксары. Суд согласился с позицией государственного обвинителя по квалификации и наказанию, постановив приговор, в соответствии с которым молодой человек признан виновным в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. И с учетом того, что он к моменту совершения преступления был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы и срок наказания не отбыл, ему назначено наказание в виде 2 лет, 5 месяцев, 17 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 10 месяцев 1 день. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратурой Яльчикского района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. Согласно требованиям закона, каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. В ходе проверки установлено, что БУ Яльчикская ЦРБ Минздрава Чувашии является собственником здания по улице Восточная, села Яльчики, используемого в качестве административного помещения. Указанное здание в 1986 году признано объектом культурного наследия регионального значения, дом Буйновского 1887 года. Статус объекта культурного наследия за зданием сохранен по сегодняшний день. Между тем, обязанности по сохранению здания и его технического содержания, как объекта культурного наследия, должным образом собственником не исполняются. Ремонт объекта культурного наследия не проводился длительное время. Аналогичные нарушения выявлены в бездействии администрации Яльчикского района как собственника здания, объекта культурного наследия торговая лавка начала 20 века, расположенного по улице Кооперативная, села Яльчики. Кроме того, бездействие администрации района как уполномоченного органа местного самоуправления в части отсутствия надлежащей работы по сохранению и содержанию других объектов культурного наследия, расположенных на территории района, в частности, селище Средние века, село Большие Яльчики, старое кладбище Кивмассар, Средние века и городище Хулавы-Раны, Средние века. В этой связи прокуратурой района в адрес БУ Яльчикская ЦРБ, Минздрава Чувашии и администрации Яльчикского района внесены представления с требованием устранить имеющиеся нарушения. Прокуратура города Новочебоксарска защищает интересы ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратурой города Новочебоксарска в связи с поступившим обращением жителя города проведена
проведена проверка соблюдения требований законодательства Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Новочебоксарске Чувашской Республики. В соответствии с указом президента России от 7 февраля 2020 года номер 100 о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов, единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей предусмотрена для граждан Российской Федерации, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в соответствующих положениях Федерального закона о ветеранах. К ветеранам Великой Отечественной войны относятся участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Обратившийся житель города Новочебоксарска является участником Великой Отечественной войны и имеет удостоверение ветерана, участника Великой Отечественной войны. Согласно справкам военного комиссариата города Новочебоксарска и Центрального архива пограничных войск КГБ СССР, ветеран проходил военную службу в составе действующей армии в период боевых действий на территории Западной Украины. Принимал участие в боевых действиях в период с мая 1951 года по декабрь 1952 года. В ходе проверки установлено, что единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне ветерану выплачена не была. При этом управление ПФР полагает об отсутствии у ветерана оснований для получения указанной выплаты. В этой связи прокуратура города в интересах ветерана Великой Отечественной войны обратилась в суд с исковым заявлением к управлению ПФР по городу Новочебоксарску об обязании произвести ему соответствующую единовременную выплату. В настоящее время гражданское дело находится на стадии рассмотрения. Данные предоставлены пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики. Читал Павел Демин.